Геннадий Михайлович, мы уже начали с вами разговаривать, и вы сказали, что есть разница между национальной и этнической музыкой, и что, в частности, то, что мы знаем как национальную татарскую музыку, это продукт 20-го, я так понимаю, века, да? Уже творчески переработанный какими-то музыкальными индивидуальностями. Вот как к этому относиться? И что считать тогда настоящей татарской музыкой? Вообще, конечно, татарская музыка, она, я бы сказал, татарское музыкальное наследие очень обширное. И ее только под один знаменатель подвести очень сложно, потому что на протяжении истории были разные периоды, когда вот местное наше население находилось в культурно-информационном пространстве, скажем, Золотой Орды, Булгарии, скажем, Казанского ханства, Российской империи. И то, что казанские татары очень тесно общались с местными финно-угорскими народами. И очень часто наши местные удмурты, мари меняли язык и становились, собственно говоря, татароязычными и входили в состав уже татар. Так происходило и происходит до сих пор. Вот поэтому я бы, конечно, татарскую музыку подвел к такому понятию, как татарское музыкальное наследие, и при том, все-таки, чтобы каждая историческая эпоха описывалась отдельно. Потому что музыка, как и костюм, или как, например, язык, он постоянно меняется. И я бы, наверное, привел вот в качестве, чтобы сравнение, татарский язык. Татарский язык, он тот этнический язык, это говоры, диалекты, их очень много. И они очень разные, и все на сегодняшний день представляет огромнейшую ценность. Но они уходят постепенно из быта. И вот следующий у нас огромный такой пласт – это письменная культура Средневековья. И в Средневековье тоже был письменный язык, этот язык тюрки, он тоже постоянно менялся. И был в основном он достоянием уже грамотной части населения. И, собственно говоря, современный литературный татарский язык. Конечно, язык тукая мы часто можем только понимать со словарем. И вот в чем общность в татарской музыке и в языке? То, что у нас разные этнические группы имеют свои особенные напевы, свой стиль, который не во всем изучен. Хотя, в общем-то, изучение продолжается, и мы многое что-то потеряли, но тем не менее наука не стоит на месте, как говорится, уже у нас же этномузыковеды издают сборники с песнями сибирскими, астраханскими, оренбургскими, скажем, или песни населения Сурско-Охского междуречья, те же, допустим, песни Южного Урала, ну и так далее. То есть этот процесс продолжается. Но национальная музыка уже, музыка современная, татарская, она формировалась уже ведь в эпоху, когда появились средства массовой информации и началась унификация культуры. Ведь в основном, вот что интересно, у нас были Александр Сергеевич Кулешерев, выпустил сборники, Джаудат Файзи выпустил, Мансур Музафаров выпустил шикарные сборники. Они все записывали от уже исполнителей, которые
свои песни апробировали со сцены. Вот непосредственно от народа там ни одной записи нет. И вот, собственно, этнические песни начал записывать Махмуд Нигмедянов. Это был 60-е годы. То есть он ездил специально по деревням, записывал песни. Вот. И вот получается, что у нас на сегодняшний день те песни, которые пелись со сцены, они составляют костяк, основу татарской национальной музыки. И эти напевы знают татары от Калининграда до Владивостока. А вот этнические песни, их знают и помнят только глубокие старики на сегодняшний день. Это, кстати, как с национальной кухней, между прочим, произошло. Тоже в 20 веке были заимствованы, на самом деле, из Средней Азии многие татарские блюда, да? Да. То есть, все-таки я совершенно с вами согласен. Татарскую музыкальную культуру нужно всегда сопоставлять с явлениями культуры не только музыкальными, и по костюмам, и по кухне, и по обрядам, обычаям. То есть в комплексе, когда смотришь, видишь это многообразие. Вот, собственно говоря, вот 3 основных компонента, я бы вот сейчас вот с нашего разговора, это вот этническая составляющая, то есть донациональный слой. Потом, собственно, национальный слой культуры. И 3-й пласт – это пласт у нас средневековой культуры, притом элитарной культуры. Туда я включаю и элитарную музыку Казанского ханства, Золотой Орды, ну и отчасти и Волжской Булгарии. Потому что наши баиты и мунаджаты по своей структуре, по своему метру, ритму, они резко отличаются от этнических песен. Это песни, которые можно сопоставить уже с традициями арабо-иранскими. И эти мунаджаты и баиты относятся к какому периоду? Вот это, конечно, это классика средневекового периода татарской культуры. Ну, средневекового Волжской Булгарии или все-таки Казанского ханства или Золотой Орды? Я думаю, что Казанского ханства. Понятно. Так, значит, насколько я понял, татарская музыка разнесена и во времени, и в пространстве, так ведь? Да. И самый ранний пласт – это Волжская Булгария. Мне вот всегда было интересно, как музыковеды вообще могут восстановить музыку древних времен, если мы не имеем носителей, да? Как там Наутилус Помпилиус, пели песню про Тутанхамона, она как бы якобы такая немножко восточная. Откуда они взяли эти аккорды? Ну, сегодня есть такая тенденция, наши романтики, татары, а-ля Восток, как вот, например, композитор Бородин, Глинка, там они могли половецкие пляски ставить на сцене и музыку сочинять. Также и сегодня наши композиторы тоже грешат вот этим же самым. А в принципе по этнической культуре, по этнической музыке мы можем того времени судить, только сравнивая это с местными народами. То есть это и чувашская музыка, и удмуртская музыка, и марийская музыка. Так мы можем, вы считаете, докопаться до музыки Волжской Булгарии, да? Понятие Волжской Булгарии ведь это только понятие, это название страны. А все-таки это было полиэтническое образование. И поэтому какого-то абсолютного булгара никогда и не было. Это название страны не говорит о том, что там были некие вот конкретные булгары. Приазовские, да, допустим? Да, вот что интересно получается, что приазовские тюрки, они, мышление у них в музыке не пентатонное. А какое? Ну, это все равно, это балканское влияние, вот, скажем, средиземноморского, черноморского круга. То есть там европейское звучание? Ну да, получается южноевропейское. А если с Приазовые пришли, они тоже, видимо, что-то привезли с собой, но постепенно они опять-таки перешли на тот вот пентатонный язык,
Может быть, отчасти и сохранили даже, конечно. Ну, то есть поиски в этом направлении ведутся. И хотелось бы, чтобы наша молодежь более глубже копала. И наши композиторы молодые тоже в это вникали, а не просто так сочиняли и выдавали это за там булгурскую культуру, там какие-то аккорды причудливые, восточные. Это, конечно, опять-таки чисто романтика, только художественный вымысел. То есть сейчас вообще нет исполнителя, который приблизился бы, да, к правильному пониманию той татарской музыки? Вот, например, это все конструкторы романтические у них, у всех? Вот, например, есть у нас поэма Кулгали Кайса и Юсуф. Но при этом у нас есть записи, как эти напевы исполнялись вокально. Напевное чтение. Записи... А кто их исполнял? Их записывали в народе, исполняли абыстаи, люди... То есть это тоже материалы этнографических Этнографических, да. И видно, что по своему стилю это баитные такие напевы, которые по своему метру, ритму перекликаются уже с восточными, действительными. Но только лишь разница в том, что здесь они пентатонизированы. Вы, кстати, в начале разговора упомянули о влиянии финно-угорском на татарскую музыку. У меня на самом деле про это тоже был вопрос. Это очень интересный момент. И вы как вы считаете, как это проявилось в татарской музыке? Финно-угорское влияние, как оно проявилось? Финно-угорское влияние, оно ведь не было только односторонним, оно было там многовекторным. Дело в том, что еще удмуртская, марийская музыка, она в свое время получила огромнейшее влияние, скажем, скифской, иранской культуры. Даже слово удмурт, например, это удмарт, это лесные люди, март это мари. Корень марда это человек. Да, и там иранисты просто купаются. Столько там у них иранского, и это, конечно, бесследно не осталось и в музыке тоже. То есть, и когда пришли тюрки, булгары, они в эти края, они уже встретились с финно-уграми, которые были, это была, скажем, западная часть все равно Центральной Азии по культуре своей. И пентатонность напевов южных удмуртов, они и их изощренная абсолютно ритмика, метрика, оно нас тут же уводит в мир древней музыки, которых можно увидеть, усмотреть на сегодняшний день. Например, это где-то горный Бадахшан или что-то, вот такие вот заповедные уголки иранского мира, куда еще было малым влияние общей музыки, общей иранской музыки. Вот там что-то сохранилось. То есть мы на сегодняшний день только начинаем нащупывать еще вот эти общности. А то, что, например, влияние, скажем, финно-угорской музыки и какое оно имело значение в общетатарском вот сегодняшний день. Яркий пример. Конечно, я не хотел затрагивать кряшинский вопрос, но, само собой, это получается. Дело в том, что огромное количество кряшинских напевов, если их послушать, сразу же создается впечатление, что это поют удмурты, марийцы. Как по ритму, как по метру, тем более как по костюмам, абсолютно... А какой там ритм и метр? Это что, более быстрые песни? Там это чередование долгих и кратких... фрагментов? Скажем, долгих и кратких слогов
в песне создает особый ритм, особый метр. И поэтому... Но в целом они быстрее, чем татарские песни, потому что татарские песни, они все-таки протяжные, как бы считается. Ну, Нет? татарская песня, то, что мы сегодня знаем, это, конечно, продукт более поздний. И часто более получается, искусственный, да? Да, получается, что, например, в Пестричинском районе рядом Крешинское село и Татарское село. Крешны поют гостевые песни, которым уже по много сотен лет, а в татарском селе этих напевов не знают. И они поют более такие уже протяжные, современные песни. Я имею в виду современные и вкладываю в это какой смысл? Например, песни «Зиляйлюк», «Тафтиляу», «Аллюки» и еще много других песен поются на слова Габдуллы Тукая. А Габдулла Тукай – это наш современник. Ну да. Почему-то мы считаем, что эти песни очень древние. Это не древние песни. А скажите тогда, какая самая древняя татарская песня, по-вашему? Вот, по-моему, самые древние песни, я думаю, что все-таки это, наверное, аулки. Я такое не знаю. То есть это гостевые напевы, когда родственники угощают друг друга, поют друг другу песни. А песни вот такие протяжные, зунки, если бы они были действительно древними, то их бы пели кряшины. Почему? Ну, считается, что кряшины, они наиболее такие консервативные, сохранили древность во всем. И в своих обычаях, в костюмах, в языке, ну, естественно, и в музыке тоже. То тогда бы они Кара-Урман все пели. Но этих песен в их репертуаре абсолютно нигде не найдешь. А тогда чья песня Кара-Урман, допустим? Песни, вот я, например, километров в округе, ну, по диаметру, допустим, от Казани, километров 300 проездил и нигде Кара-Урман не нашел, кроме как варианты Ильхама Шакирова. И вот я поехал уже в Оренбургские края. Там в каждой деревне поют по 5-6 вариантов с разными словами и с вариантами напевов эти песни. И это не влияние там телевидения, радио, да? Это Нет, это вот исконные тамошние песни. И притом тамошнее население смешанное, татаро-башкирское. То есть все-таки это, ну, башкирский корень, да, некий? Ну, вот я бы не хотел это слово называть, потому что понятие башкир там тоже очень сложно. Это мы сейчас называем башкиры, а раньше они себя могли называть и по-другому, потому что там у них еще этническое самосознание есть по родам, племенам, а башкир это только обобщающее, как бы вот термин. Да. Вот это вот современное понятие, так же как и мы говорим татары, а подразумеваем там самые разные этнические группы. А можно такой вопрос? На музыке и на песнях татар как-то отразилось падение Казанского ханства? Абсолютно отразилось. Еще как. И как? Ну, во-первых, конечно, самый большой урон был то, что Казанск исчезла элитарная музыка казанских татар. То есть мы ведь знаем, что здесь во дворце казанского хана были певцы, музыканты, которые играли собственно говоря, по традициям других татарских ханств. Это были музыкальные инструменты, так же, как и, например, в Узбекистане. То есть это классические восточные инструменты. И это влияние прекратилось?
это было не влияние, это было нахождение В общей этом. среде, да? Это было единое культурное информационное пространство. И говорить о влиянии совершенно не приходится, потому что это была часть этого мира. И вот с падением уже Казанского ханства получается, что мы ведь по истории знаем, что элита Казанского ханства, князья, они все остались живыми. Они просто присягнули Ивану IV и дальше продолжали Интегрироваться? интегрироваться. Потом ориентиры российского государства были другие, конечно. И вот, конечно, при дворах содержать музыкантов, поэтов не получилось уже. Вот это одно. То есть мы это вот утеряли. Затем в Казанском ханстве уже сформировалась система общинной жизни. Общины жили внутри общинной жизни, и культура была уже сформированной. И вот с огромным исходом населения из насиженных мест люди устремились, кто на Урал, кто там ближе к Пермским лесам. И на местах там опять формировались новые традиции, новые песни, и старые традиции исчезали. Это как после пожара. Вот, заново формировались. С чистого листа прямо или все-таки нет? Нет, это было все-таки не с чистого листа. Например, кто уехал в сторону Башкирии, конечно, ведь платили ясак и платили с башкирами. Вот, собственно говоря, в дифтерии записывали, типтяри образовывались. Но местное влияние тоже, конечно, ощущалось. Вот. Но я бы сказал, еще после взятия Казани, еще феномен один, который нужно упомянуть. В Казанском ханстве было достаточно развитым суфийское движение. И вот после взятия Казани многие суфии тоже ушли в безлюдные места и организовывали суфийские братства. И вот это стало как раз вот тем механизмом, что помогло сохранить еще традиции, инструменты, которые связывали их со среднеазиатскими традициями. То есть играли на тех же инструментах. И вот это суфийские ордена Накшбандия и другие тоже были. Как раз вот благодаря им сохранились инструменты. И это продолжалось до середины 19 века. Но у Накшбанди, у них же тихий зикр, я так понимаю. Но, без песен? Без песен. Да. Но, тем не менее, когда они уходили обучаться в Среднюю Азию, там Самарканд, Бухару, и до Кабула доходили. И вот эта среда, она способствовала тому, что они там впитывали в себя тамошние традиции. И яркий пример вот тому Джафар Ишан ас-Сафари. Джафар Ишан, Ишан Баба, его могила в Аургазинском районе. Шихабуддин Марджани пишет в книге «Мустафа дель-Ахвар фи ахвали Казан ва Булгар», что Джафар Ишан прекрасно играл на танбуре. На чем? Танбур. Такой инструмент с длинным грифом. И его мюриды тоже играли на разных инструментах. И вот они часто музицировали. То есть это получается, если и тихий зикр, то они не все время только тихими зикрами занимались и играли на инструментах. То есть вот суфийское музыкальное искусство,
оно является тоже вот пока что малоисследованной частью. И самое приятное, что сохранились тексты и сохранились напевы. То есть напевы баитов и мунаджатов – это яркое проявление суфийского искусства. Они сохранились через эту цепочку ишанов? Или как? И не только ишанов, собственно говоря, Муршидов? Ну да, вот, например, в том же Оренбургских краях я был в конце 80-х, и там вот в селении Озерки я записывал у одной пожилой женщины, очень много баитов, мунаджатов с оригинальными текстами и напевами. И вот она рассказывает, что она научилась этим напевам от своего мужа, а ее выдали замуж где-то в 17 лет за старика, к 80. И вот этот дед Ишан, он научил ее очень многим напевам. Они прожили недолго, он умер, она вышла еще раз замуж, еще родила 8 детей, и все они стали крупными деятелями в науке, на производстве, там директора разных заводов, фабрик. То есть она говорит, они стали такими благодаря тому, что я получила воспитание от этого Ишана и смогла потом уже, будучи вот воспитанной в этом духе, это передать своим детям. И она постоянно читает молитвы, дуа. То есть они латентные суфи стали, эти дети? Ну вот она, во всяком случае, это все знала, передала. И она говорит, как хорошо, что вы приехали, я смогла это передать. Вы сказали, это было в конце 80-х, Да, да? да. А вы это писали на магнитофонную Да, пленку? да. Это, кстати, вот это наследие, оно, например, оцифровано, оно как сохраняется вообще? Ну, напевов, баитов, мунаджатов достаточно много в Институте языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова. В свое время наши фольклористы записали их достаточное количество. А с сохранностью как? Они оцифрованы. Ну то есть это беспокоиться за это да, не стоит, да? Они оцифрованы. И я хочу сказать, вот если посчитать, то получается лет на 250 можно было заглянуть через машину времени и сохранить вот эти напевы, которые пелись еще лет 250 назад. То есть от этой бабушки я смог записать вот эти напевы. То есть получается, что здесь уже есть документированные материалы. Вот это вот очень важная часть культуры. У меня, кстати, был вопрос про Мавля Калыя. Его можно считать продолжателем традиции тариката и Исавия? Ну, конечно, можно. Ну, конечно. Это однозначно. И на сегодняшний день, конечно, вот мы в Казанской консерватории тоже со студентами изучаем эти баиты, мунаджаты, эти метры, ритмы. Но мы изучаем это как явление искусства. Вот человек у нас в редакции, который этим интересуется, он отдельно просил спросить, стихи Мавля Калыя напоминают творчество турецкого суфия Юнуса Эмре? Ну, наверное, в этом сомнения нет, потому что это явления вот очень близкие, и постоянное общение вот людей духовных, вот, скажем, вот в этом пространстве, это вот естественно. Считаю, что да. А мы можем обсудить, допустим, Курай? Можем, да. Вот 3 года назад в Башкирии запатентовали этот регион как место происхождения Курая. Это вообще как-то,
меняет для татарского курая? Что это вообще изменяет? Ну, я вообще считаю, нет башкирского курая, нет татарского курая, есть просто курай. И ограничиваться татарами, башкирами здесь невозможно, потому что эти же традиции рядом же играют казахи, точно такие же, на таком же инструменте, киргизы, алтайцы, хакасы. Но при этом башкиры все-таки говорят, что это растение у нас не растет просто. Вот это зонтичное, я не помню, как оно называется. Да, зонтичное растение дудник. В Татарстане оно якобы не растет. Ну, я, конечно, глубоко сожалею, что курай стал предметом политических каких-то амбиций. Мы говорим вот и сегодня тоже больше об культуре, искусстве. Мне кажется, надо было бы радоваться, что больше людей интересуются этим инструментом, и что можно было бы для курая сделать много хорошего, без вот этих дрязг. Это все потом все успокоится, и все станет понятно, что это не стоило таких вот там споров. Я вот сам из города Альметьевска. Я с детства знаю, что в лесу там везде растет этот длинный курай, и видел соседки, бабушки играли, и в деревнях видел. И, собственно говоря, я в этих краях достаточно много ездил. И диссертация у меня по духовым инструментам, в том числе и по кураю. Так что вот от Чистополя и там, скажем, до Бавлов, до Мамадыша, там, до Актаныша, везде играют на курае. Конечно, у татар тоже курай везде разный. Вот тот, который близок к башкирскому, вот играют на этом инструменте не только, собственно говоря, татары и башкиры, если скажем так, по этническому признаку. И мишары играют, и кряшины играют, потому что в кряшинских деревнях я тоже записал очень много сведений о кураистах, но только называют это не башкирт курая, а называют это нугай курай. Жігітлерді жыруына иш жырламас, нугай курайлары болмаса. Жігітлерді жыруларына иш жырламас, көкірегінде уйлары болмаса. Такой текст красивый спели. Это в каком районе было? Это вот и в Альметьевском районе, и в ближайших районах тамошних. Конечно, на сегодняшний день говорят, что это играют татаринные башкиры. Вот такая тоже вот есть, этот, скажем, версия. Но это опять-таки очередной виток вот этих вот ненужных... Дележа. Да, не нужно, абсолютно не нужно. А вы вообще следите за этой дискуссией? Или вам это уже... За этой дискуссией я иногда смотрю и какие-то материалы делюсь в Фейсбуке, в ВКонтакте, не входя в эти споры, потому что эти споры, они только время, силы отнимают, и народ будоражит. Лучше бы побольше хороших материалов ставить в эти социальные сети, чтобы больше людей научилось играть. Ну, это прекрасный инструмент. Я думаю, что со временем должно же все-таки это как-то успокоиться, урегулироваться. И, конечно, у меня очень большое желание, чтобы еще и в Казани уделялось внимание не тому короткому кураю, который вот из лыжной палки сделан,
ну, тому вот настоящему тростниковому краю. Конечно, в Уфе будут говорить, вот у вас же лыжные палки есть, играйте. Ну, вот и играем. А хотелось бы, чтобы и здесь играли, учились на разных видах курая. Потому что вначале вот мы говорили ведь, что этнические татары очень разнообразны, и то, что этническая культура, она всегда обогащает общую культуру. Вот где-то в буинских, апастовских краях, там кураи совсем другие. Тоже с двумя отверстиями, небольшие деревянные, и в сундуках у бабушек до сих пор еще это все есть. А тамошние, допустим, тамошние мишары, это называют иногда дудка или гюряй. Вот, недавно были в Чувашии, в мишарских селениях, там сохранились инструменты, они говорят гюряй. И, конечно, традиции игры утеряны репертуар, потому что вовремя мы это не записали. То есть у нас утерь много, но не все еще потеряно. Вы хотели сейчас что-то показать? Вот, может быть, что-нибудь, хотя бы звук, чтобы был. Не получается еще. А это тоже курай? Это да, вот это как раз новый курай. Ага. И вы, я так понял, его держали, как башкиры держат, да? Да не как башкир, я его держал, как у нас, вот, как я с детства видел, наши кряшины, они вообще не башкиры, точно уж. А что вы думаете об этом тогда? Что татары якобы горизонтально его держат, а башкиры вдоль тела? Это инсинуации тех людей, которые не знают этой традиции. Понятно. А вы слышали последние переработки песни «Ай был-былым» от Дины Гариповой и Гарика Сукачева? Я эту запись видел, но не слышал и особо не горю желанием это все слушать. А почему? Ну, я ведь больше интересуюсь этникой. А это национальная песня. А это современная уже песня. А, даже современная. Потом эта песня «Ай был-былым», она появилась в татарской культуре только тоже лет 150, ну, в начале 20 века только. Это не старинная песня. А вам не кажется, что и она может быть ценна для татарского народа, потому что она такая, ну, объединяющая? Даже румынские татары ее поют со своим и румынский, текстом. и крымский поет, и притом намного раньше, чем казанский. Ну, то есть совсем, может быть, ее как бы не иметь в виду не стоит? Ну, конечно, культура должна обогащаться. Я с этим полностью согласен. Угу. А какой из инструментов, по-вашему, самый татарский? На котором умеешь играть. Вот, если у тебя получается на фортепиано хорошо татарские мелодии играешь, значит, он твой самый татарский инструмент. Но многие любят татарскую музыку, но играть не умеют все-таки. Ну, это уже, это получается любители-слушатели. Любители. Вообще, конечно, самый татарский инструмент, он не может быть, это вопрос некорректно задан. Я понимаю, да, но наши читатели, знаете, любят простые формулировки. И не только наши, а вообще, в принципе. Человек любит простую формулу.
Если нет, то нет. Ну, например, образ татарской музыки, конечно, с тальянкой связан Мгм. больше. Мгм. Наверное, пока что вот тальянка можно считать таким. Она ведь происхождением из Италии, да, я так понимаю? Ну, как бы то ни было, так она называется. Мгм. А вы как-то отслеживаете современную татарскую эстраду? И как вы ее состояние оцениваете? Татарскую эстрадную музыку уж я слушаю, когда вот дети, внуки слушают. Я Мгм. тоже так слушаю, но ну, я человек другой эпохи уже, поэтому я это все воспринимаю как какой-то вот из другого мира. Может быть, как кич? Нет? Ну, да, А чем это кончится, по-вашему? нормально, потому что каждая эпоха своеобразный кич. Раньше с оглоблями бегали против тех, кто играл на тальянке. Мгм. Потому что мулла не мог это потерпеть. Считался, что это нововведение не должно быть в татарской культуре. А сейчас у Бесовщина? нас, да, а сейчас вот любой мулла играет на тальянке и с удовольствием и считает это самым национальным проявлением. Ну, я так понимаю, этническую музыку вы ставите выше, чем искусственную национальную, да? Я просто к тому, что можно у вас спросить, допустим, Да. тройка ваших любимых композиторов? Не- Вот мне Алмаз Манасыпов нравится, Мгм. потому что он в своем творчестве как раз вот хорошо затрагивает баиты, мунаджаты, вот в ритмах Тукая его вот тут, композиция. Симфонические произведения тоже мне достаточно так вот. Ну, приятно послушать Мгм. того же там Жиганова А Ключарева, допустим? или Фасиля Ахметова. Мгм. Ну, и как-то я Ключареву его отдельные произведения с удовольствием слушаю тоже. Мгм. И, может быть, последний вопрос. Все-таки, что такое МОН? Мон для меня это просто состояние души. Не обязательно мелодическое, что ли? Не обязательно. А какое это состояние? Я не знаю, печаль. Мгм. А это какой А, инструмент, кстати? это думбра. Ага. Думбра. Вот он может стать связующим звеном татар с другими тюрками. Мгм. А что для этого надо? Популяризовать его и играть, чтобы чувствовать локоть и войти в это пространство. А то... он двухструнный? Да, двухструнный. Типа Да. дутара? Что ли? Что это? А? Типа дутара? Да, типа гитара, да.
видеограф пустился в пляс просто. А это что вы сейчас сыграли? Вот это один из баятный напев. А, Вот там ритм это та 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 та. Вот это не народный уж. Это и уже этому Восток. минимум 250 лет, да, наверное? Да, минимум, больше даже. Мгм. А это вы сами сделали? Да. Собственноручного Да, изготовления? да. По каким-то образцам? А оригиналы есть, допустим, у вас из экспедиции? Оригинал я только один из Астрахани привез. Мгм. Ну, там он нагайский. А так, здесь у Тажиддина Ялчигула есть это схематическое изображение, двухструнное. Мгм. И, собственно, еще описание есть. Вот это как раз переход старо-татарской культуры есть ново-татарская культура. Мгм. Переход ново-татарской культуры – это переход на европейский, в европейское культурное пространство. Это джадидизм. Мгм. Джадиды – это они вбили последний кол в татарскую культуру. Обновленцы. Обновленцы, Мгм. и притом остальное все коту под хвост. Потому что до этого тысячи лет татарская культура развивалась, и потом кризис уже. Мгм. Все, академисты уже некуда дальше двигаться. И тукаевцы пришли, джадидисты, там и реформисты, ислахисты, и все. Ушло. И Тукай ички сбросил, штиблеты надел, костюм, этот чекмень сбросил, этот костюм, фрак одел там с бабочкой и пошел пивнушку пиво пить уже и курить сигареты. Он стал джадидистом. И писал стихи вот о тех, кто играет на ковшеподобных этих мандолинах. Это шик вот для него. То есть это... И Тукай ненавидел этих вот суфиев, этих ишанов. Мгм. Например, он же писал: про ишанов, типа мантык имеш, башы тулы катык. Там или мог затянуться так, и какому мулле в нос пустить дым. Пока тот чертыхался, друзья, они смеялись, стояли. И Тукай ничего за это не было. Потому что он был талантливый, великий. Ну и потом это же была неизбежность, наверное, все-таки. Ну понятно. Все прошли через этот модернизм. Понятно. Мгм. А теперь-то мы в 21-м живем. Зачем клеймить до сих пор Ишанов. ишанов? Зачем? Это же часть культуры. Это часть вот тут академической культуры.
Вытаскивай, это же искусство. А это что за инструмент? Вот, Это это то, что связывает, это вот то, что нас связывает с тюркским миром. Вот это. И это тоже. Это уже смычковый, да? Да. Это тоже, что нас связывает с тюркским миром. Мгм. То есть вот А это что было? это кубыз. Нет, я имею в Это виду по напеву? мелодия, да. Ну, такой баетный напев, баетный. По метрике, по ритмике сразу он определяется. Ага. В принципе, в Казанском ханстве примерно так и играли, видимо, да? Да, где-то до середины 19 века. Описаний есть достаточно много описаний. То есть вот это вот такая тюркская. А есть еще и культура, которая пришла из Бухары. Это узбеко-таджикская такая культура. Например, в Казанском ханстве на тюркском языке никто не пел. А на каком? На фарси. Понятно. Стихи читали на фарси. А казанский хан Мухаммед Имин был другом Алишера Наваи. Мгм. Они переписывались, друг другу подарки присылали. И султан Хусейн, у которого был визирем Алишер Наваи, они тоже вот общались между собой. То есть тюркский был языком простолюдинов, а Да, фарси элиты, да? Да. Поэтому эту культуру нужно смотреть в разнообразии, конечно. И на сегодняшний день татарскую музыку упрощать и там что исконно, не исконно, это слишком уж. Профанировать, да? Да. Потому что она очень многообразна. Мгм. Или как у нас вот до революции это был фольклор, после революции вот профессиональная музыка появилась. Какой же это фольклор, когда там такие сложные метры, ритмы, которые основаны на арузе. Это сегодня нужно много времени, чтобы научиться понимать и исполнять это. То есть нельзя свысока, да, к Но это этому не наследию? фольклор, это у татар есть средневековая классическая культура, классическая музыка, классическая поэзия. Сейчас я еще немножечко Настроить?